Улица Тихая. Межведомственная комиссия, в составе которых сотрудники прокуратуры, администрации, Минэкологии, Росприроднадзора и других ведомств выявляют факты сброса в Алханчурский канал сточных вод. Специалисты обходят местность пешим ходом. Обнаружить каналы сброса, то есть трубы, иногда сложно. Они заросли травой и ушли под землю. Частный сектор, возможно, есть сбор, в свое время более 100 Далее комиссия выдвигается на улицу Эсмурзиева. Здесь по нацпроекту построен сквер, располагается воркаут-площадка, 18-я школа и детский сад. Из ручейка, так называется это дошкольное учреждение, вытекает совсем не родниковая вода, а сточные воды, фиксирует нарушение комиссия. Это уже не первый факт этого сюда выезда. Я думаю, что вот такими выездами мы ничего не добьемся, потому что это не та проблема, которую может решить руководитель этого детского садика. Эта проблема более крупная, потому что мы понимаем, что у детского садика нет ресурсов запустить правильно эти локальные сети свои канализационные. Загрязнение будет годами продолжаться и дальше, я так думаю, потому что мы уже не первый раз, и ваши сотрудники выезжали, и наши. Сюда должны подключаться, кто у них там, куратор, Минобр. Искать те самые трубы, из которых текут сточные воды, не обязательно. Зловонный запах сразу исключает все сомнения. У них по проекту идут очистные сооружения, локальная сеть у них должна быть, которая должна очищать, и уже чистые канализационные стоки должны были сюда... Но их нету, потому что их обслуживание стоит денег. Ну, я так понимаю, деньги не выделяются. Если бы выделялись, я больше чем уверен, никто такое не допускал бы безобразия. Как мы видим, запах идет вокруг, тут рядом же и стадион, и школа. Это, конечно, очень грубое нарушение природоохранного законодательства, и поэтому эту проблему надо решать. Вон как раз откопали они трубу сточную. Члены межведомственной комиссии заключают, поэтому и другим фактам загрязнения окружающей среды будут составлены акты, нарушителей будут штрафовать. Они также ранее привлекались к административной ответственности, были оштрафованы неоднократно, но данный слив до сих пор не устранен. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие даст нормальный результат. Кроме того, прокуратура совместно с администрацией Насыркорта обращает внимание и на случаи самовольных захватов земли, что также не останется без соответствующего реагирования. В ходе мониторинга подведомственной территории в прошлом месяце нами были выявлены факты нарушения земельного законодательства, в частности прибрежных зон русла реки Назранка. В результате чего нами неоднократно проводились разъяснительные беседы с жителями округа с просьбой устранить данные нарушения, выдавались предписания. Однако такого результата нам данной процедуры не дали, поэтому нам пришлось обратиться в прокуратуру города Назрань с просьбой привлечь компетентные органы для проведения совместных рейдовых мероприятий. Да и тем жителям, которые явно или скрытно занимаются сбросом сточных вод в водоемы, нужно обратить внимание на то, что этот водный объект имеет огромное значение для местных жителей в ведении скотоводства и личного подсобного хозяйства. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Али Зязиков, Магаз 24.